Быть сильной и при этом оставаясь хрупкой и нежной. Это доказывают более 1000 женщин, которые усердно трудятся на разных предприятиях страны. Сегодня в рамках совместного с кинотеатром «Сарыжая Ляу» проекта «Поколение независимости» мы продолжаем цикл рассказов о людях, внесших большой вклад в развитие независимого Казахстана. Герой сюжета – металлург Кристина Герберсгаген. Подробнее далее. 2 и 4. Вот здесь бой. Любящая жена, мама двоих детей, Кристина Герберсгаген составляет достойную конкуренцию любому мужчине на производстве. За 18 лет работы на литейно-механическом заводе корпорации «Казахмыс» девушка показала себя как профессионал с большой буквы. В первую очередь зацепило то, что, в общем, общение с людьми. Очень много людей, с кем можно пообщаться, и интересно. Ну и сам процесс выпуска продукции, то, что вот смотришь, как ребята упаковки делают, анкерные болты изготавливают. Я среди братьев выросла и более общий язык находила среди парней, потому что и, в принципе, и друзья были все мужского пола, женщин мало, девочек было. Но мы ровесники независимости, мы независимы, имеем свое слово, имеем свой характер, дух закрепленный. Кристине Герберсгаген доверены самые ценные детали и механизмы производственного оборудования. Также она отвечает за организацию рабочего процесса. Героиня сюжета не только профессиональный металлург, но и член молодежного союза, корпорации и неоднократный чемпион турниров по настольному теннису. Не раз возглавляла сборную Жезказгана. Члены сборной Жезказгана по настольному теннису уважают Кристину в первую очередь за человеческие качества. Давняя соперница металлурга Асель Габасова играет в настольный теннис 15 лет. Хорошо отзывается о своей оппонентке. Сильные стороны у нее. То, что она любит играть, прям вообще. И хорошо вот подрезает и бьет вообще отлично. Ценю ее за то, что она вот активистка, открытый человек. Хороший, позитивный человек. Динмухамед Амангазулу, Зарина Зулпухар, телеканал Сарыарка.